85-летний Степан Абрамов с детства занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Для милиционера с 53-летним стажем нет другого стиля жизни, признается самый старший участник соревнований. Во время службы мужчина каждый год участвовал в спортивных состязаниях. Вот и в этот раз Степан не мог пропустить чемпионат по лыжным гонкам. Я вообще с детства спортивный мальчик был. Профессионально занимаюсь около 68 года, прямо, за пределы республики я считаю. По России много раз. Тольятти, Сыктывкар, Ижевск, везде были. Я в своем возрасте старше 85, 3 раза победил. Ну, все медали забрал. В течение 3 дней около 100 участников от 18 до 90 лет будут соревноваться за звание чемпиона. В первый день прошли гонки в классическом стиле на 3,5 километров. Во второй день на старт выйдут лыжники свободного стиля и пробегут дистанции 3, 5 и 10 километров. Ну а в третий и последний день традиционно пройдет эстафета. Победителей ждут достойные призы от Управления спорта и Олимпийского совета республики. Данные соревнования, зимние виды спорта, 60 номинаций. И, значит, по 3 призера, 180 призов мы приготовили. Будем вручать победителям и призерам. Постоянно мы поддерживаем, чтобы массовость больше здесь, в нашей республике, развивалась. И особенно олимпийский вид спорта. Но и это еще не все. Спортсмены с наилучшими показателями традиционно примут участие во всероссийских стартах. Мы уже участвовали на первенстве России в феврале этого года. Проходил он в городе Златоусте. Приняли участие 45 регионов и команда Казахстана. Наша команда Республики Саха – это в основном только спортсмены из спортивного клуба «Чесхан». Мы заняли впервые 7-е место. Давно известно, что при занятиях лыжным спортом укрепляется дыхательная и сердечно-сосудистая системы, повышается устойчивость к вирусным инфекциям и заболеваниям верхних дыхательных путей. А благодаря таким спортивным мероприятиям можно еще и смело сказать, что лыжам все возрасты покорны. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск.